Уникальная возможность для выпускников 2022 года. Кафедра театрального искусства Арктического государственного института культуры и искусств приглашает на обучение по специальности «Актерское искусство» с последующим трудоустройством в русскоязычную труппу Театра юного зрителя Республики Саха-Якутия. Институт физической культуры и спорта СВФУ является одним из ведущих учебных заведений Дальневосточного федерального округа в области физической культуры и спорта. Здесь созданы все условия для перспективного развития в области спорта и самореализации личности. Поступай в Институт физической культуры и спорта. Прими правильное решение. Выбери высокооплачиваемую престижную профессию в Институте водного транспорта. Наши специальности – это гарантия будущего трудоустройства, успешной карьеры, материального благополучия. Выбор всегда за тобой. Арктический государственный агротехнологический университет – это базовый аграрный вуз Минсельхоза России по подготовке специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики. В состав университета входят 7 учебных подразделений. Твой вуз ждет именно тебя. Подписывайтесь на Агату Ньюс, чтобы быть в курсе событий. Наш сайт agatu.ru. Педагогический институт является одним из старейших учебных подразделений СВФУ. Учитель – это почетное и благородное призвание, профессия на все времена. Миссией педагогического института является оперативная и качественная подготовка педагогов и тьюторов по трансляции новых образовательных технологий. За время обучения наши студенты приобретают не только необходимые знания, умения и навыки квалифицированного специалиста, но и раскрываются как поликультурная личность. Для вас, молодых, активных, талантливых, открыты двери педагогического института. Филологический факультет Северо-Восточного федерального университета приглашает выпускников СУЗов и школ на следующие направления: филология, педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, журналистика. Для более подробной информации обращайтесь по номерам 49 69 62 и 32 00 47, код города 4112. Выбирай перспективную профессию на филологическом факультете. С детства я мечтала помогать людям, став полицейским. А в старших классах меня потянуло к работе с детьми. И передо мной стал вопрос, какую профессию выбрать, как все совместить. И я нашла очень интересное и перспективное направление в СВФУ в Институте психологии. Педагогика и психология девиантного поведения. И именно это направление оказалось более близко к моему сердцу. Добрый день, дорогие друзья! Участники 6-го открытого дистанционного конкурса «Выбор проф. Якутск». Организаторы конкурса Управление образования окружной администрации города Якутска, Детский подростковый центр приветствует экспертов, преподавателей вузов, тьюторов, педагогов дополнительного образования, учителей школ и, конечно же, участников конкурса. С организаторами конкурса выступили ведущие высшие учебные заведения Республики Саха-Якутия, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, Арктический государственный институт культуры и искусств, Арктический государственный агротехнологический институт,
Якутский институт водного транспорта. Второй год конкурс «Выборпроф Якутск» проводится в дистанционном формате. Расширилась география конкурса. В этом году в оргкомитет конкурса поступило 566 заявок от школьников 7-11 классов из 32 школ города Якутска и его пригорода. Также из 6 улусов – Мегино-Кангаласского, Анапарского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Амгинского. Больше всех заявок поступило от школ номер 5, 13, 27, 19, 32 и 21 и детского подросткового центра. Конкурсанты попробовали свои возможности в 29 направлениях вузов и продемонстрировали достойные результаты. Конкурсные работы оценивали 105 высококвалифицированных экспертов, преподавателей вузов. Мы искренне признательны за ваш профессионализм и благодарим вас, уважаемые эксперты, за качественную работу. Надеемся на столь же успешное и результативное сотрудничество. Особую признательность выражаем 29 тьюторам-педагогам детского подросткового центра, которые организовали работу участников на цифровой платформе, поддерживали и вдохновляли ребят во время конкурса. Дорогие друзья, перелистнем страницы 6-го дистанционного конкурса «Выборпроф Якутск». Вспомним интересные моменты. Внимание на экран.
Ребята, вы большие молодцы. Вы двигаетесь в нужном направлении, пробуя себя в разных профессиях, и мы уверены, что вы найдете свой путь. Дорогие друзья, вас приветствует начальник управления образования городской администрации городского округа город Якутск Алексей Клементьевич Семенов. Добрый день, дорогие участники профориентационного конкурса «Выбор проф. Якутск», уважаемые эксперты, организаторы, гости. От имени Управления образования и от себя лично всех поздравляю уже с подведением итогов конкурса. И меня очень радует, что подростковый центр 6 лет тому назад очень умно поступил, организовал такой конкурс, который уже стал открытым, и участвует вся республика. Вот этот конкурс стал уже достоянием республики, и у нас есть очень хорошие, надежные партнеры, с которыми мы работаем. Если говорить про профориентацию, то даже если брать систему образования города Якутска, в связи с подписанием указа главы республики о социально-экономическом развитии столицы города Якутска, то 2026 года у нас будет построена школа на 19 тысяч мест, а школьных на 5 тысяч мест. Если измерять аналоговым способом по существующим на сегодняшний день школам и детским садам, потребуется 1440 педагогов в школах, работников, и такое же количество в дошкольных образовательных учреждениях. Значит, есть потребность и детям, которые на сегодняшний день учатся в старших классах школы, можно поступить уже, выбрать педагогику, и как раз для этого случая помогает профориентационный конкурс, чтобы понять свои способности. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить Наталью Николаевну, коллектив детского подросткового центра и, конечно, наших партнеров. Это ректора Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Анатолию Николаевичу Николаеву, выразить слова благодарности ректору Арктического государственного института культуры и искусств Игнатьеву Соколану Семеновну, ректора Арктического государственного агротехнологического университета Сидорова Андрея Андреевича. И сегодня я вижу на экране с нами Ярослава Михайловича Стрек, это директора Якутского института водного транспорта. Большое спасибо за работу. И профориентационная работа в городе благодаря детскому подростковому центру, партнерским отношениям уже идет большими шагами. Поэтому я очень счастлив. Хочу пожелать конкурсу и коллективу, партнерству успехов в дальнейшей работе. Спасибо. Благодарим вас, Алексей Клементьевич. Слово предоставляется первому заместителю председателя Якутской городской думы Евдокии Ивановне Есиковой. Добрый день, дорогие наши школьники, наши социальные партнеры, эксперты, организаторы конкурса. Мне тоже хочется поблагодарить детский подростковый центр за ту прекрасную инициативу. Наталья Николаевна, я помню, как все это начиналось, и было впервые вновь. И действительно, за эти годы этот конкурс «Выбор проф. Якутск», он стал масштабным, он каждый год становится интереснее. И я думаю, что вы все равно можете каждый год найти что-то такое особенное, чего не было в прошлом году. И я думаю, что тем самым вы действительно подогреваете интерес к этому конкурсу. Если говорить о системе вообще профобразования и профориентации для каждого школьника, это действительно очень важно. Потому что если человек, оканчивая школу, делает выбор
своей будущей профессии и делает выбор правильный, то представляете, сколько он экономит лет своей жизни, чтобы не разбрасываться и не искать другие профессии потом, когда ты уже получаешь образование. Я думаю, что для наших школьников это замечательная возможность уже вот в подростковом возрасте, в молодом юношеском возрасте попробовать себя, попробовать свои силы. Потому что иногда ты выбрал какую-то профессию, но очень трудно вот решить, что это действительно профессия всей твоей жизни, а может быть где-то вот рядом то, что тебе будет интереснее. И вот ту возможность, которую дает наши социальные партнеры, детский подростковый центр, управление образования, все наши высшие учебные заведения, учреждения профтехобразования, это действительно прекрасная возможность попробовать себя уже в детстве и что-то для себя понять, найти то, наверное, самое привлекательное, что может стать делом всей твоей жизни. Поэтому я сегодня хочу, конечно же, всех руководителей наших учебных заведений высшего образования, среднего профтехобразования поблагодарить за вашу, наверное, за ваше неравнодушие, за вашу активную жизненную позицию и за то понимание, что те дети, которые сегодня учатся в школе, это ваши будущие студенты, это ваши будущие кадры. И поэтому чем раньше вы их привлечете на свою сторону, я думаю, тем вы действительно получите гораздо более, наверное, умных студентов, замотивированных именно на ту или другую специальность. Поэтому вот я просто очень рада, что у нас, Алексей Климентьевич, в городе есть такой конкурс, есть такой детский подростковый центр, который все время просто фонтанирует различными идеями. Эти идеи прекрасно ложатся вот на ту подготовленную почву, которая есть в нашем городе. Наталья Николаевна, огромное вам спасибо. И, конечно, я сегодня хочу всех, наверное, поздравить уже с наступающим Новым годом. Уже совсем скоро Новый год, и мы уже все так, немножко к нему готовимся, уже понимаем, что уже совсем он не за горами. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, интересных, наверное, идей в будущем. Я думаю, что детский подростковый центр обязательно в следующем году нам что-то новенькое предложит. В год столетия нашей республики, 390-летия нашего города, 200-летия Якутской городской думы. Мы ждем, Наталья Николаевна, от вас новые идеи и будем вместе их реализовывать. Ну и, конечно, всем взрослым, всем детям, кто сегодня принимает участие в этом замечательном мероприятии, хочу пожелать здоровья, интересных новогодних каникул, хорошего настроения. Очень хочется уже, наверное, все чаще встречаться вживую, потому что эти маски уже надоели, эти видеоконференции, какие-то совещания. Хочется уже просто действительно видеть глаза, видеть эмоциональное состояние и детей, и взрослых. Поэтому хочется, чтобы с пандемией мы наконец-то завершили в 2022 году, поставили точку и начали вести привычную для нас жизнь. Всем хорошего настроения, всем большое спасибо за то, что вы проводите такую интересную работу для наших детей, потому что, по большому счету, вы делаете очень важное дело. Вы готовите кадры для нашего города, для нашей страны, для нашей республики. Это замечательно. Всем успехов, с наступающим Новым годом и, конечно, удачи. Ну и будем ждать новых конкурсов и новых идей. Спасибо. Большое спасибо, Евдокия Ивановна. Слово предоставляется организаторам конкурса, соорганизаторам конкурса, заместителю проректора по образовательной деятельности Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Ларисе Анатольевне Сильцевой. Добрый день, уважаемые участники и организаторы этого замечательного конкурса. Продолжение выступления Алексея Климентьевича и Евдокии Ивановны я хочу отметить, что данные конкурсы и вообще такие встречи, когда встречаются на одной площадке школьники, учителя, родители, вузы и все те, кому не безинтересно развитие будущего
нашей республики и нашего города, они имеют огромное и огромное значение. Очень отрадно, что в данном конкурсе участвуют не только выпускники, но участвуют и учащиеся уже 7 класса. Действительно, когда уже с ранних лет человек задумывается над тем, что же его ждет в будущем и кем он себя видит, этот интерес сопровождается и теми изысканиями, на которые человек способен. По направлениям нашего университета, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, приняли участие в этом году 273 школьника. Вот если так подумать, то каждый из них не сегодня задумался над тем, что он выберет в будущем. Я думаю, что эти ребята уже победители. И сегодня, подводя итоги этого конкурса, мы не только вручаем награды победителям, но и открываем своеобразные ворота во взрослую жизнь. Победители же этого конкурса, муниципального конкурса, к тому же имеют бонус в виде дополнительных баллов при поступлении в высшее учебное заведение. Ребята, успешного вам окончания учебного года. Выпускникам желаю осуществить вашу мечту и получить то высшее образование, к которому вы стремитесь. Дорогие учителя, огромное вам спасибо за подготовку наших школьников, будущих абитуриентов и будущих наших студентов. Передаю поздравления и пожелания успешного окончания учебного года и поступления от нашего ректора Анатолия Николаевича Николаева, от себя лично. С наступающим Новым годом, крепкого здоровья и успехов. Спасибо. Благодарим вас, уважаемая Лариса Анатольевна. С приветственным словом от Арктического государственного института культуры и искусств выступает Василиса Александровна Тарасова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной культурной деятельности и менеджмента культуры, отличник систем образования Республики Саха-Якутия, генеральный продюсер Arctic Fashion Show 2021. Добрый день, уважаемые участники, эксперты, все, кто причастен к этому замечательному конкурсу. Во-первых, я хочу поздравить ребят и поздравить сам конкурс. Мы уже не первый год сотрудничаем с вами, мы уже давно с вами, да, и наши направления также растут вместе с этим конкурсом. Хочу поздравить с завершением и с успешным завершением этого мероприятия. Очень благодарна от имени института организаторам за такой успешный, интенсивно развивающийся проект. Ребятам, конечно же, я желаю успехов, процветания, творческих идей, дела, которое приносило бы вам много радости и счастья, и найти себя, самое главное. Я думаю, что я не буду занимать очень много времени у вас, и от имени руководства нашего института также хочу поздравить и пожелать всем успехов с наступающим Новым годом. Очень-очень рада с вами сотрудничать и быть вместе с вами. Благодарим вас, уважаемая Лариса Анатольевна. Василиса Александровна, простите. С приветственным словом от Якутского института водного транспорта выступает директор Ярослав Михайлович Стрек. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемый Алексей Клементьевич, Наталья Николаевна, я поздравляю всех с успешным завершением этого замечательного конкурса, этого замечательного события. Хочу сказать о своем впечатлении. Я, глядя на ребят, на участников этого мероприятия, вижу не просто молодых и юных и талантливых, безусловно, людей. Я вижу будущих художников, дизайнеров, будущих профессионалов своего дела, строителей, энергетиков.
Я желаю, уважаемые ребята, вам, чтобы ваша заветная мечта обязательно сбылась. И вы сделали правильный выбор и поступили в нужное и правильное учебное заведение, и чтобы это учебное заведение и выбранная специальность была вам по душе и приносила удовольствие именно. В этом случае вас, безусловно, настигнет успех. Спасибо. Благодарим вас, уважаемый Ярослав Михайлович. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета Сидорову Андрею Андреевичу. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие участники. Я очень рад приветствовать вас на этом итоговом мероприятии. Хочу выразить слова благодарности детскому подростковому центру. Мы с ними уже сотрудничаем достаточно давно. И каждый год ребята, которые приходят на этот конкурс, они показывают свои знания, свои умения. И я думаю, что наша связь с ними, она будет усиливаться. И как бы приглашаем потом в дальнейшее всех участников, которые участвовали в наших направлениях. Мы хотим с ними продолжить работу не только удаленно, да, то есть если у нас будут проходить мероприятия по этим тематикам, мы, конечно, будем стараться приглашать вас на них и в конкурсах в том числе. Большое спасибо организаторам, а также всем участникам желаю, чтобы вы достигали своих целей, чтобы вы успешно закончили свою учебу, стремились к тому, чтобы стать высокообразованными, хорошими, квалифицированными кадрами в будущем. И я думаю, что каждый из вас, если вы решились на участие в этом конкурсе, он достоин этого. И, конечно же, поздравляю с Новым годом, желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, и чтобы в новом году все ваши желания, надежды сбылись. Спасибо. Большое спасибо, Андрей Андреевич. С приветственным словом от организаторов конкурса выступает Наталья Николаевна Петрова, директор детского подросткового центра. Добрый день, уважаемые ребята. Добрый день, наши социальные партнеры, гости, руководители, эксперты. Мы с вами проделали большой путь. 6-й год. Мы очень плодотворно работаем. Совместно, сообща. От детского подросткового центра работает большая группа тьюторов во главе с нашим руководителем проекта Хазагаровой Марией Борисовной. И это радует, что все мы вместе находим общие точки соприкосновения, что та организационная работа, которая должна была облегчить прохождение 29 направлений, без отрыва от вашего основной работы. Работали ваши преподаватели, наши преподаватели. И самое главное, что наши дети, такое большое количество, не только теперь с нашей республики, с нашего города, но и республики, прошли по страничкам, по нашим направлениям нашего конкурса. Я думаю, что это важно, потому что это профессиональная проба. Я очень благодарна вам и от лица нашего коллектива детского подросткового центра, уважаемые наши социальные партнеры. Большое вам спасибо за то, что вы выходили на связь, что вы всегда были рядом, советовали, разработали очень интересные задания. Каждый год вы удивляете, ищете какие-то находки. Конечно, я думаю, что мы где-то на следующей неделе соберемся и уже проведем круглые столы или обговорим о датах, где мы подведем, проанализируем работу и спланируем на следующий год, как будет проходить, что было лучше, что было худшее. Вот. Я думаю, что проанализируем и поставим задачи на 7-й конкурс, который будет проходить у нас уже в 2023 году. Но я думаю, что, надеюсь и поддерживаю, значит, такую инициативу от Евдокии Ивановны, когда она говорит, что надо, чтобы было уже все очно. Мы только за, чтобы мы вышли на очный конкурс, потому что ваши вузы, ваше гостеприимство – это совсем другое восприятие, конечно, чем через Zoom.
Хотя мы сделали с вами все возможное, чтобы и Zoom не помешал нам познакомить детей с нашими профессиями. Вот, поэтому большое спасибо за ту работу, которая была проделана. Очень надеемся на плодотворное сотрудничество, на будущее. Вот, и, конечно же, крепкого здоровья, плодотворного развития и работы хочется пожелать вашим учреждениям. И, конечно же, с Новым годом! Благодарим вас, Наталья Николаевна. Дорогие ребята, конкурсные не позади. Выполнение заданий, защита проектов, волнение и... Вот настал долгожданный момент церемонии награждения. Победители и призеры награждаются дипломами и медалями. Все участники электронными сертификатами. Руководители, подготовившие победителей, дипломами. Итак, дорогие друзья, начинаем церемонию награждения. Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Направление педагогика. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Баулин Ринат. Средняя общеобразовательная школа номер 18. Второе место. Абяган София. Средняя общеобразовательная школа номер 27. Первое место. Егорова Айсена. Средняя общеобразовательная школа номер 6. Возрастная категория 9-11 класс. Третье место. Савинова Аина. Покровская средняя общеобразовательная школа номер 4. Второе место. Бузунова Ангелина. Средняя общеобразовательная школа номер 9 имени Кершенкольца. Первое место. Гузеева Ксения. Средняя общеобразовательная школа номер 21. Грамота от кафедры социальной педагогики пединститута Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова за активное участие в конкурсе «Выбор проф. Якутск». Таркаева Алина. Средняя общеобразовательная школа номер 18. Витель Дарья. Средняя общеобразовательная школа номер 10 имени Новопашина. Направление журналистика. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Ефремова Ванесса. Средняя общеобразовательная школа номер 31. Третье место. Николаева Даяна. Средняя общеобразовательная школа номер 18. Второе место. Хадарова Нина. Средняя общеобразовательная школа номер 19. Первое место. Максимов Константин. Детский подростковый центр. Возрастная категория 9-11 классы. Третье место. Чабыкина Ариадна. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Второе место. Артемьев Василий. Средняя общеобразовательная школа номер 18. Второе место. Фомина Аэлита. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Первое место. Петухов Аким. Средняя общеобразовательная школа номер 13. Специальная премия от Иннокентия Тимофеевича Киринского, начальника службы радиовещания ГТРК САХА, журналиста, радиоведущего. Артемьев Василий. Средняя общеобразовательная школа номер 18. Хадарова Нина. Средняя общеобразовательная школа номер 19. Направление реклама и связь с общественностью. Третье место. Матвеева Аина. Маркинская средняя общеобразовательная школа номер 1. Третье место. Тимофеева Агата. Средняя общеобразовательная школа номер 19. Второе место. Берегина Сардана. Средняя общеобразовательная школа номер 13. Первое место. Кузьмина Алена. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Направление русская филология. Ораторское мастерство. Третье место. Гаврилева Лилия. Средняя общеобразовательная школа номер 27. Третье место. Реснова Яна. Средняя общеобразовательная школа номер 19. Второе место. Марков Александр. Тумульская средняя общеобразовательная школа номер 13. Второе место. Лонгинов Арсен. Тумульская средняя общеобразовательная школа Мегино-Кангаласского улуса. Первое место. Пауль Полина. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Победители в номинации. Номинация «Самая эмоциональная речь». Пауль Полина. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Номинация «Самая оригинальная речь».
Сахадулин Дмитрий, средняя общеобразовательная школа номер 18. Номинация «Самая творческая речь». Лонгинов Арсен. Тумульская средняя общеобразовательная школа Мегино-Кангаласского улуса. Номинация «Самая позитивная речь». Рожкова Галина, средняя общеобразовательная школа номер 27, и Слепцова Айнура, Маркитская средняя общеобразовательная школа номер 1. Направление туризм, краеведение, цифровая деятельность. Третье место. Андреев Станислав. Средняя общеобразовательная школа номер 20 имени Попова. Второе место. Винокурова Анна, средняя общеобразовательная школа номер 32. Второе место. Овчинников Александр. Средняя общеобразовательная школа номер 32. Первое место. Бояркин Богдан, средняя общеобразовательная школа номер 33 имени Колосовой. Специальная номинация от кафедры социально-культурного сервиса и туризма Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амурского. Региональный объект туризма награждается Солобутов Ярослав, средняя общеобразовательная школа номер 13. Направление социальные технологии в сервисе. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Калина Светлана, средняя общеобразовательная школа номер 27. Второе место. Трофимова Аурика, средняя общеобразовательная школа номер 13. Первое место. Родионова Камила, Дулагинская средняя общеобразовательная школа имени Почтева. Возрастная категория 9-11 класс. Третье место. Бараков Версан, средняя общеобразовательная школа номер 21. Второе место. Николаева Лилиана, детский подростковый центр из-за студии «Радость». Первое место. Семенова Анжелика, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Направление физика. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Попова Аина, средняя общеобразовательная школа номер 1. Третье место. Арбугин Анатолий, средняя общеобразовательная школа номер 30 имени Кузьмина. Второе место. Егорова Елизавета, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Первое место. Яныгина Эльвира, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Возрастная категория 9-11 классы. Третье место. Ящиковский Лев, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Второе место. Хмелевский Владимир, средняя общеобразовательная школа номер 30 имени Кузьмина. Первое место. Калашников Андрей, средняя общеобразовательная школа номер 30 имени Кузьмина. Направление история. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Суворова Ирина, средняя общеобразовательная школа номер 15. Второе место. Прижитов Кирилл, средняя общеобразовательная школа номер 15. Второе место. Мордовцева Ирина, средняя общеобразовательная школа номер 31. Первое место. Бабушина Ариана, средняя общеобразовательная школа номер 13. Возрастная категория 9-11 класс. Третье место. Слепцов Артем, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Второе место. Иванов Тимур, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Первое место. Дегтярев Никита, средняя общеобразовательная школа номер 19. Направление юриспруденция. Возрастная категория 7-9 классы. Третье место. Галиева Елена, средняя общеобразовательная школа номер 13. Второе место. Семенова Евгения, Дулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Первое место. Степанова Анастасия, детский подростковый центр. Возрастная категория 10-11 класс. Третье место. Гаврилева Майя, средняя общеобразовательная школа номер 19. Второе место. Кононов Виктор, Якутский городской лицей. Первое место. Елисеева Анастасия, детский подростковый центр. Направление медицина. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Снегур Снежанна, средняя общеобразовательная школа номер 31. Второе место.
Попова Алина, средняя общеобразовательная школа, номер 32. Первое место. Иштерякова Юлия, средняя общеобразовательная школа, номер 32. Возрастная категория 10-11 класс. Третье место. Загоруйко Регина, средняя общеобразовательная школа, номер 32. Второе место. Абашаева Софья, средняя общеобразовательная школа, номер 5 имени Кривошапкина. Первое место. Ишбаев Артем, средняя общеобразовательная школа, номер 13. Направление психология. Третье место. Кондакова Камила, Мархитская средняя общеобразовательная школа, номер 1. Третье место. Михайлова Ольга, Мархинская средняя общеобразовательная школа, номер 1. Третье место. Игнатьева Ангелина, Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа, номер 2. Второе место. Чебыкина Ариадна, средняя общеобразовательная школа, номер 5 имени Кривошапкина. Второе место. Иванова Аина, Телегинская средняя общеобразовательная школа имени Пахомова. Первое место. Охлопкова Екатерина, Ведегинская средняя общеобразовательная школа имени Жиркова. Направление безопасности на дорогах. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Сахатаев Эрик, средняя общеобразовательная школа, номер 19. Второе место. Ялов Иван, детский подростковый центр. Первое место. Никифоров Нюркун, средняя общеобразовательная школа, номер 3. Возрастная категория 10-11 класс. Третье место. Тяка Евгения, детский подростковый центр, средняя общеобразовательная школа, номер 24 имени Климакова. Второе место. Третьяков Богдан, средняя общеобразовательная школа, номер 27. Первое место. Иванова Уйбулана, гимназия, центр глобального образования. Направление физическая культура и спорт. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Тыльченко Елена, средняя общеобразовательная школа, номер 13. Второе место. Захаров Максим, Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Первое место. Жиркова Кюней, средняя общеобразовательная школа, номер 18. Возрастная категория 10-11 класс. Третье место. Дружинина Валерия, Мархинская средняя общеобразовательная школа, номер 1. Второе место. Афанасьев Константин, Покровская средняя общеобразовательная школа, номер 4. Второе место. Шакирбеков Аманбек, детский подростковый центр, средняя общеобразовательная школа, номер 24 имени Климакова. Первое место. Кашликова Алена, Покровская средняя общеобразовательная школа, номер 4. Арктический государственный агротехнологический университет. Направление охрана лесных и земельных ресурсов. Третье место. Барахоева Хатимат, центр, гимназия, центр глобального образования. Второе место. Андреева Антонина, Думагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Первое место. Шамоева Анастасия, средняя общеобразовательная школа номер 33 имени Колосовой. Первое место. Долмачев Дмитрий, средняя общеобразовательная школа номер 33 имени Колосовой. Направление технология общественного питания. Возрастная категория 7-8 класс. Первое место. Чалдаева Дарья, средняя общеобразовательная школа номер 13. Возрастная категория 10-11 класс. Второе место. Дружинина Валерия, Мархинская средняя общеобразовательная школа, номер 1. Первое место. Корнышова Дарья, средняя общеобразовательная школа, номер 27. Направление технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Возрастная категория 7-8 класс. Второе место. Макаров Максим, Маганская средняя общеобразовательная школа. Второе место. Винокуров Иван, Маганская средняя общеобразовательная школа. Первое место. Николаева Нарьян, Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Возрастная категория 9-11 классы. Второе место. Сипцева Анжелика, гимназия, центр глобального образования. Второе место. Малахаева Екатерина,
Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Первое место. Сидоров Антон. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Направление разведения сельскохозяйственных животных. Возрастная категория 7-8 класс. Первое место. Николаева Нариян. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Возрастная категория 9-11 класс. Первое место. Кутугутова Евдокия. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Арктический государственный институт культуры и искусств. Направление живопись и графика. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Симоненко Светлана. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Второе место. Корякина Кристина. Средняя общеобразовательная школа номер 13. Первое место. Кузьмина Алена. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Возрастная категория 9-11 класс. Третье место. Борисова Анастасия. Детский подростковый центр. Городской патруль. Третье место. Будищева Анастасия. Средняя общеобразовательная школа номер 10 имени Новопашина. Второе место. Тыгысова Виктория. Тюгюлюнская средняя общеобразовательная школа имени Шахурдина. Второе место. Федорова Стояна. Якутская городская национальная гимназия. Первое место. Иванова Мечие. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Направление актерское мастерство. Возрастная группа 7-8 класс. Третье место. Петрова Виктория. Средняя общеобразовательная школа номер 31. Второе место. Сургутский Алексей. Детский подростковый центр. Первое место. Яковлев Аисхан. Детский подростковый центр. Народный ансамбль «Адур». Возрастная категория 9-11 классы. Третье место. Помогаева Анастасия. Средняя общеобразовательная школа номер 10 имени Новопашина. Второе место. Кардашевская Галина. Детский подростковый центр. Народный ансамбль «Адур». Первое место. Егорова Людмила. Средняя общеобразовательная школа номер 19. Направление информатика. Третье место. Черкашина Ксения. Средняя общеобразовательная школа номер 21. Третье место. Шарин Сергей. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Третье место. Коваль Олеся. Средняя общеобразовательная школа номер 27. Второе место. Кудова Сандара. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Первое место. Сицин Айсен. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Направление вокал. Возрастная категория 7-9 классы. Третье место. Тыльченко Елена. Детский подростковый центр. Третье место. Винокуров Лев. Детский подростковый центр. Вокальная студия «Радость». Третье место. Недорезов Игорь. Покровская средняя общеобразовательная школа номер 4. Второе место. Никитина Сайнара. Средняя общеобразовательная школа номер 13. Второе место. Алексеева Юлия. Маганская средняя общеобразовательная школа. Второе место. Стручков Радислав. Детский подростковый центр. Первое место. Васильева Виктория. Детский подростковый центр. Возрастная категория 10-11 класс. Третье место. Усманова Динара. Средняя общеобразовательная школа номер 15. Второе место. Свирипа Владислав. Средняя общеобразовательная школа номер 24 имени Климакова. Первое место. Ансамбль школы номер 15. Направление хореография. Народный сценический танец. Третье место. Петрова Арина. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Первое место. Иванова Нариян. Детский подростковый центр. Стилизованный народный танец. Третье место. Галокова Софья. Детский подростковый центр. Средняя общеобразовательная школа номер 13. Второе место. Акимова Саида. Детский подростковый центр. Второе место. Николаева Наталья.
Детский подростковый центр. Первое место. Ашигалова Сахаяна. Детский подростковый центр. Первое место. Карманова Ангелина. Детский подростковый центр. Современные направления хореографии. Третье место. Ларева Юлиана. Средняя общеобразовательная школа номер 19. Второе место. Малахаева Екатерина. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Первое место. Щупина Милена. Средняя общеобразовательная школа номер 10 имени Новопашина. Номинация «Высокое исполнительское мастерство». Кардашевская Галина. Народный ансамбль «Адун». Номинация «Лучшее воплощение сценического образа». Михайлова Луиза. Мархинская средняя общеобразовательная школа номер 1. Направление «Фольклор». Третье место. Скрябина Айсулу. Средняя общеобразовательная школа номер 32. Второе место. Ансамбль коммунистов средней общеобразовательной школы номер 13. Первое место. Малышева Саяна. Детский подростковый центр. Первое место. Куличкина Нарьяна. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Направление «Книжная культура». Третье место. Матвеева Даяна. Средняя общеобразовательная школа номер 33. Третье место. Камилов Вячеслав. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Второе место. Мартынова Аина. Средняя общеобразовательная школа номер 33 имени Колосовой. Первое место. Максимов Юлиан. Средняя общеобразовательная школа номер 15. Специальный приз от направления «Книжная культура» получает Оптов Владислав. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина за защиту авторской книги. Направление дизайн. Дизайн костюма. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Чирикова Анастасия. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Третье место. Шерстнева Екатерина. Средняя общеобразовательная школа номер 24 имени Климакова. Второе место. Большакова Василина. Средняя общеобразовательная школа номер 29. Второе место. Прокопьева Талана. Средняя общеобразовательная школа номер 29. Первое место. Кадышевцева Карина. Детский подростковый центр. Возрастная категория 9-11 классы. Первое место. Васильева Анисия. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Цифровой дизайн. Возрастная категория 7-8 класс. Третье место. Кадышевцева Карина. Детский подростковый центр. Второе место. Абакумова Эльза. Архидская средняя общеобразовательная школа номер 1. Первое место. Маякулова Нюркуяна. Мархинская средняя общеобразовательная школа номер 1. Возрастная категория 9-11 классы. Третье место. Мингалеева Анна. Покровская средняя общеобразовательная школа номер 4. Второе место. Харюзов Евгений. Детский подростковый центр. Первое место. Игнатьева Нарьяна. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Направление музейное дело. Третье место. Попова Сандара. Хатасская школа имени Самсонова. Третье место. Степанов Василий. Детский подростковый центр. Третье место. Гуляева Дуяра. Детский подростковый центр. Второе место. Дерютин Николь. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Второе место. Кузьмина Алена. Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Второе место. Дмитриева Александра. Физико-технический лицей имени Варионова. Первое место. Савинова Яна. Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина. Первое место. Детский подростковый центр. Якутская городская национальная гимназия. Якутский институт водного транспорта. Направление строительства. Третье место. Лыткин Алексей. Детский подростковый центр. Второе место. Максимов Юлиан. Средняя общеобразовательная школа номер 15. Второе место. Иванова Лия. Якутский городской лицей. Первое место. Евдокарова Диана.
средняя общеобразовательная школа номер 33 имени Колосовой. Направление транспорт. Третье место. Аргунов Александр, Балагинская средняя общеобразовательная школа. Третье место. Высоцкая Анастасия, средняя общеобразовательная школа номер 13. Второе место. Осипова Сандана, Балагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева. Первое место. Сементин Анастасия, средняя общеобразовательная школа номер 13. Направление электроэнергика. Третье место. Петров Айстан, средняя общеобразовательная школа номер 13. Третье место. Назаров Джулустан, детский подростковый центр, средняя общеобразовательная школа номер 32. Второе место. Поздняков Илья, Табагинская средняя общеобразовательная школа. Второе место. Григорьев Максим, средняя общеобразовательная школа номер 29. Первое место. Власевский Виктор, Табагинская средняя общеобразовательная школа. Ну что ж, дорогие друзья, мы поздравляем победителей конкурса и желаем вам крепкого здоровья, успехов в учебе и новых побед. Грамоты и медали вы можете забрать с 21 декабря на Чернышевского 8/1 с 10 до 5 вечера. Но мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до скорой встречи на 7-м городском конкурсе «Выбор проф. Якутск». И с вами были ведущие Илья Владимирович Николаев и Елена Митрофановна Кириленко. До новых встреч!